Пока идет сезон, надо успевать. Сегодня у руководителя потребительского общества Таштыбского выдался выходной. Людмила Карелина сама идет по грибы. Места вблизи Верхнего Имика в лесу полным-полно народа. Сразу на въезде спрашиваем, как урожай. Семьями вот так аж рвали. Урожай хороший, набирайте. Всем хватит. Этот год и вправду настоящий грибной. Из-за теплой осени и дождей грибы пошли второй волной, так что брать их самое время. Потребительское общество Таштыбское в этом году лисичек заготовило уже 2 тонны. Их принимают по 50 рублей за килограмм, по 40 рублей опята. Как отличить их от ложных, в лесу подскажет любой грибник. Бывает ложные опята, а если нормальные опята, здесь юбочка. Заработать в тайге хорошие деньги вполне реально. Есть куда сдать и набрать несложно. Для многих семей это едва ли не основной доход. Со дня на день стартует сезон кедрового ореха. В этом году его тоже очень много, но придется подождать. Он весь висит на кедрах, потому что шли дожди, и орех прикипел. Вот сейчас ждут ветров. В сборе грибов, как и в любом другом деле, невероятно важны опыт и удача. Мы набрали, конечно, немного, но вполне достаточно. Здесь у нас вот такие замечательные опята, есть шиповник. И вообще эти леса невероятно богаты. Здесь еще растет папоротник, его очень много. Сейчас не сезон, папоротник зацвел. Всего его собирают только 20 дней в году. И за эти 20 дней в Хакасии успевают сдать его тоннами. Мы в этом году заготовили 10 тонн. Вам просто нужно было приехать, когда люди приходят с большущими мешками, и у нас на приемном пункте устраивается целая очередь для сдачи папоротника. Потребительское общество Таштыбское в этом году дважды получило гранты. На республиканский строит новый приемный пункт. Он откроется в конце сентября. На районный закупила технику. Это вот у нас шоковая заморозка. Мы взяли оборудование. Это у нас 2 вот ларя морозильных. А вот это в упаковке у нас еще стоит вакуумная упаковочка. Этой зимой потребобщество будет торговать на республиканском рынке в ассортименте и лекарственные травы. Сегодня таежные дары раскупают предприниматели Хакасии и Красноярского края. А вот папоротник уходит и за рубеж. Продукты из нашей тайги очень ценят в Японии. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.